Семья – источник радости и счастья, любви, неиссякаемый родник. И в ясную погоду, и в ненастье хранит семья и ценит жизни миг. Семья – оплот и сила государства, хранящая традиции веков. В семье ребенок – главное богатство, луч света, как маяк для моряков. Лучи растут, становятся все ярче, и люди жадно тянутся на свет. Душа семьи становится богаче, когда царят любовь да совет. Когда царит взаимопонимание, тогда весь мир лежит у ваших ног. Любовь в семье – основа мироздания. Так пусть хранит все наши семьи Бог. Она родилась и выросла в Ленске. Он в поселке Бетчинча Ленского района. Она русская, он по национальности якут. Она директор детской оздоровительной базы «Алмаз», он специалист в нефтяной отрасли. Она любит кошек, он собак. Ей больше нравится спорт, ему танцы. На первый взгляд не похожие Ксения и Никита, вместе уже 8 лет. Пара познакомилась, когда молодой человек, окончив высшее учебное заведение, вернулся в родной край. И пришел туда устраиваться на работу в комитет по молодежной и семейной политике, где на тот момент уже несколько лет работала Ксения. В начале передачи хочется остановиться на каждом из супругов отдельно. Почему отдельно? Казалось бы, речь пойдет о семье. Потому что и Ксения, и Никита ведут активную жизнь, о которой хочется рассказать. Ксения – позитивная, жизнерадостная и очень простая девушка, обаятельная и располагающая к общению. В ее компании время летит незаметно. Родилась и выросла она в Ленске, обучалась в 5-й городской школе, что находится в микрорайоне Разведчик, недалеко от города. Окончила учебное заведение и поступила на заочное отделение в Новосибирский государственный экономический университет. Чтобы дочь стала экономистом, мечтала мама. Университет Ксения закончила, специальность получила, но мама не дождалась. Мамину мечту, так скажем, я исполнила. Но экономистом я не стала по профессии. Все-таки моя профессия и душа лежит больше к детям. Я работала очень долгое время в ЛПТС, после чего Комитет по молодежной политике меня заметили как активную мамочку. Тогда на тот момент у меня уже была доченька Анюта, и на тот момент мы с ней участвовали очень много в различных мероприятиях семейных. Тогда я уже пошла работать в Комитет по молодежной политике, меня пригласили на декретное место. Соответственно, я даже не думая оставила постоянное место работы и ушла на декретное место работы пробовать себя в Комитете по молодежной политике ведущим специалистом. Работа, конечно, мне сразу очень понравилась, потому что невероятный был коллектив, очень сплоченные, дружные, творческие, идейные девочки. У нас в основном это был женский коллектив. И потихоньку девочки меня всему научили. Работая в Комитете по молодежной и семейной политике, Ксения занималась студентами. Рассказывала ребятам о возможностях поступления благодаря районной администрации и муниципальной программе в различные вузы. Посещала школы, проводила собрания. Ксения пришла годом раньше, поэтому для меня это был человек, с которым я столкнулась в первый раз в коллективе. Человек, который сидел со мной за соседним столом, мы с ней вместе делали общую работу, потому что наше направление это была молодежная политика, и это нас с ней объединило. Отношения наши сложились сразу очень тепло, мы друг друга полюбили, тем более зная Ксению Викторовну, она у нас человек очень любвеобильный, очень теплый, очень надежный, и таковой она является и по сей день. Одновременно девушка была и руководителем волонтерского движения «Лучи Ленска». Руководителем волонтерского движения я была 7 лет, «Лучи Ленска». Конечно, за эти 7 лет у нас было очень много интересной деятельности. Мы ездили в дом престарелых, мы ездили на различные игры международные, «Дети Азии», посещали поездки в Москве, форумы различные. Представители от нашего волонтерства, скажем так, самые лучшие. Что в реабилитационный центр мы ходили, конечно, убирали наш замечательный город, создавали много различных акций, недельных акций, недели добра назывались, где на протяжении каждого дня мы всю неделю занимались добрыми делами, хорошими. На протяжении 7 лет, конечно, очень много есть, что вспомнить доброго, хорошего, очень много наград. Волонтерское движение было признано лучшим в Республике Саха-Якутия волонтерским движением. В 2021 году Ксении была предложена должность руководителя детской оздоровительной базы «Алмаз». Совместить руководство детского лагеря и волонтерского движения девушка понимала – не получится. Так Ксюша была вынуждена отказаться от своих любимых волонтеров. Героиня нашей передачи признается, что всегда хотела двигаться по карьерной лестнице, и когда предоставилась возможность попробовать себя в новом направлении, она не стала ее упускать.
я тогда пришла к главе Жумарту Жаксылыковичу на прием и попросилась сама на эту должность, сказав о том, что я вам обещаю, что у меня все получится, дайте мне, пожалуйста, шанс. Жумарт Жаксылыкович тогда в меня поверил, вот, и поставил меня на эту должность, и, соответственно, как бы я надеюсь, что я оправдываю и оправдала его надежды. Я работаю, стараюсь, мне это безумно очень нравится. Понимаю то, что все-таки вот тогда, когда я пришла в комитет по молодежной политике работать, тогда были заложены какие-то определенные качества, что в дальнейшем полностью всю мою судьбу уже была, вся моя судьба была уже связана с детьми непосредственно. Ну и работа с детьми — это как глоток свежего воздуха, как бы не было сложно, как бы не было тяжело, потому что в смену у нас проходит 210 детей, и за сезон, соответственно, это 630 детей. 630 детей со своим характером, со своим настроением, но ничего страшного, мы справляемся, у нас шикарная большая команда, вот, ну и это одно удовольствие, получаешь большое колоссальное удовольствие, когда ты работаешь с детьми. Потому что есть у нас замечательная площадка, да, это база наша, лагерь замечательный «Алмаз», где дает возможность, конечно, развернуться вот так вот масштабно. У детей есть все для того, чтобы они качественно и оздоровились, и отдохнули перед новым учебным годом. На детской оздоровительной базе «Алмаз» благодаря новому руководителю произошли большие изменения. При поддержке районной администрации созданы комфортные условия для отдыха ребят. Проведены косметические ремонты, закуплена мебель, постоянно появляются новые дорогие аттракционы, спортивный инвентарь. Лагерь всегда востребован среди ребят. Отдохнуть в «Алмазе» мечтают и дети из других городов. На оздоровительной базе работает медицинский корпус, солевая комната, массажное кресло, есть свой массажист. Дети получают кислородные коктейли и многое другое. Работает лагерь только 3 месяца, но подготовка к летнему сезону идет весь год. Для того, чтобы подготовить очень качественный отдых для каждого ребенка, это нужно очень хорошо постараться. Соответственно, на протяжении месяцев зимнего периода, например, у нас идет подготовка к нашему открытию. Мы закупки проводим различные, финансовые моменты решаем. Вот, готовимся к открытию лагеря. В этом году детской оздоровительной базе «Алмаз» исполнилось 65 лет. В юбилейный год лагерь посетило огромное количество высокопоставленных гостей. Приезжал и глава республики. Он встретился с коллективом и детьми. Был Айсен Сергеевич у нас на территории. Отметил, что наш лагерь один из самых лучших в республике. Вот, у нас большая платформа в лагере, да, и, соответственно, он был приятно удивлен, что в Ленском районе на таком большом, высоком уровне, да, у нас находится отдых для деток летом. Вот это, конечно, очень отрадно. 3 года Ксения руководит оздоровительной базой. Каждое лето она с семьей проживает на территории лагеря. У нас есть корпус отдельный, где мы там живем. Конечно, когда есть своя семья, у нас 2 детей, и работа непосредственно связана тоже с детьми. Но, скажем так, наши дети, они подстроились и очень комфортно себя чувствуют, очень любят лагерь наш так же, как и люблю его я. Это очень важно. Ну и, соответственно, мы очень много разговаривали, конечно, в семье о том, что нам предстоят перемены, да, это уже не будут те летние отпуска на море, да, какие-то комфортные. Есть свои моменты, конечно, но, знаете, во всем нужно всегда искать плюсы, и мы их нашли для своей семьи. И очень важно, конечно, чтобы каждый член семьи тебя поддерживал. У меня есть колоссальная поддержка, я их чувствую, и очень горжусь своей семьей, что они дают мне силы для того, чтобы воплощать новые идеи ежедневно. Опора и поддержка Ксении муж Никита. Родился молодой человек в селе Бичинча. Рос в дружной большой семье. Родители воспитывали 3 детей, Никита старший. Мама всю жизнь работала учителем высшей математики в сельской школе. Отец занимался сельским хозяйством. У него свои лошади и крупнорогатый скот. С младших классов уже все накосили. У нас есть скот свой, коровы, лошадки, вот, куры.
Да, большое сельское хозяйство возглавляет отец. Никита, как и Ксения, был активным ребенком. Рассказывает, что на селе во время его детства не было ни телевизора, ни тем более интернета. Приходилось развлекать себя самим. Так и появились в жизни мальчика танцы. Много лет Никита посещал хореографический класс, участвовал в соревнованиях республиканского, российского и даже международного уровня. Ездили на всякие различные соревнования танцевальные. В городе Якутске тоже по бальным танцам занимали первые места. После Якутска ездили в Чехию и Венгрию, уже международный уровень. Там тоже вот занимали первые места именно по бальным танцам. Младший брат Никиты рассказывает, что он всегда хотел быть похож на своего брата. Для Данила он всегда был примером. Я везде бегал за ним. Как бы мой брат являлся и до сих пор является образцом для подражания, можно сказать. Я на него всегда равнялся и равняюсь. Вот. Он брал меня с собой всегда на все приключения свои с самого детства. Вот. И ныне до сих пор мы с ним очень хорошо общаемся. Закончил молодой человек Арктический государственный институт искусства и культуры, учился на факультете менеджмента. После отслужил в армии и вернулся домой. Приехал в родной край летом в село Бичинча на сенокос, во время сенокоса. И потом по плану я должен был уехать в город Якутск. Там 2 рабочих места ждали меня. И вот родители предложили мне, давай попробуем в городе Ленске поработать, как бы опыта, стажа набраться. Вот, и приехал первый же день в администрации, районная администрация, взяли меня на работу в комитете по молодежной и семейной политике на должности временно исполняющий главного специалиста по молодежной и семейной политике. Здесь-то все и началось, рассказывает глава семьи. Никита признается, что он всегда знал, что у него будет русская жена. Родители отнеслись с пониманием и с радостью приняли русскую красавицу в свою семью. Родители уже с детства говорят, главное, вот, если есть любовь, то вот, действуй. Вот. Как бы все-таки я же буду жить с этим человеком, не они, так что я как бы уважали выбор. Помнишь, как съездили на первое знакомство, как ты сильно волновалась? Мы приехали в деревню, там уже застолье большое, да? Готовились, ждали национальные. Мама приготовила пирожки, там, большой стол. Ксюша стеснялась, всегда со мной ходила за руки. А там же вот покушали, посидели, отец говорит, надо вот печку затопить, надо дрова занести. Я говорю, сейчас я выйду на улицу, дрова занесу, а Ксюша за мной ходит. Одна не хочет оставаться, стеснялась очень сильно. Лошадок кормили, да, ночью? Сахаром. Ксения не только кормила сахаром лошадей, но и доила коров. Призналась, что это очень сложно. История знакомства героев нашего репортажа очень романтичная. Оба амбициозные, уверенные в себе, подшучивали и смеялись друг над другом. Никто и не думал, что друзья и коллеги станут парой. При работе мы подшучивали друг над другом. Нам дали один проект. Я такой еще самоуверенный был, сказал, что Ксюша, есть одно условие, типа, а это условие не влюбись в меня. Время шло, и мы в конце концов влюбились. Вот. Отношения развивались на глазах у коллег стремительно и красиво. До сих пор специалисты Комитета по молодежной и семейной политике с теплом вспоминают эту красивую пару. Ксения Викторовна и наш Никита Римович – это семья, которая строилась на наших глазах. Это было на территории Комитета по молодежной и семейной политике. Можно сказать, что именно здесь создалась ячейка общества. Мы этим очень-очень гордимся. К предложению руки и сердца Никита подошел творчески. Молодой человек хотел, чтобы важный момент запомнился возлюбленной навсегда. Попросил, выйди, пожалуйста, на улицу. Я выхожу на улицу в администрацию Ленского района. Мой рыцарь стоит на одном колене. Вот, и спросил, будешь ли ты моей женой? Вот, конечно, очень трогательно, я расплакалась, дала положительный ответ, и с того времени, с декабря месяца, мы начали нашу подготовку к свадьбе. 30 марта 2019 года создалась интернациональная семья Поповых. Свадебное торжество проходило в традициях двух народов. Мы сразу понимали, что свадьба будет у нас в двух национальностях. Вот, это якутские, по якутским традициям и по русским традициям. Свадьба проходила только на русском языке, но с традициями. Нас встречал алгыщит возле ресторана. Это тот алгыщит, который проводит все исехи нашего
наши районные. Провели алгыз, также был каравай, который мы кусали, да, наши русские традиции, били бокалы. В этот день семью Поповых пришли поздравить более 100 гостей. Все они по традиции якутов, произнося пожелания, вязали яркие ленты на солому. Это у нас солома по якутским традициям. Гости, прежде чем зайти на наше торжество, на нашу свадьбу, привязывают такие ленточки с лучшим пожеланием для нашей семьи. И вот мы со дня свадьбы вот храним, оберегаем. Вот. Да, и помним каждое пожелание наших гостей. Ну, конечно, не все, да, чтобы не лукавить, но тем не менее я помню, как подходили родные, да, подходили друзья, завязывали, говорили: детей вам, счастья вам в дом. Родители Никиты на якутском языке нам различные пожелания. То есть вот так вот ходили и Да. любви, счастья, ваш дом, вот, целуйся, и так обнимать, Обнимали целуют. и проходили уже дальше Уже. на торжество. Готовились к свадьбе молодые несколько месяцев, продумывали каждый момент. Самостоятельно поставили танец, который, покорив гостей, многие не смогли сдержать слез. Вот уже 8 лет семья Поповых живет в любви и согласии. Он якут, она русская. Ни разу принадлежность к разным культурам не стала предметом спора в этой дружной семье. Наоборот, только плюсы. Ксения потихоньку изучает якутский язык и знает традиции их народа. Сына глава семьи с детства приучает разговаривать на 2 языках. Мальчик понимает, когда папа говорит на якутском языке, и очень любит, когда отец читает ему книги. Ксения рассказывает, что чтение якутских сказок перед сном уже хорошая традиция. Бичугарес булыр сүрдәх улахан көтөрө битеһү. Кини тоттуктан да куттаммат, канна таптабы сиригер түһен ахыры бит. Тоттогонан көтөн тирилән каалары бит. Пообщавшись с семьей Поповых, мы узнали, что, оказывается, существует и якутский поцелуй, и он отличается от нам известного. Кирюша папу и маму целует по-разному. Когда он целует папу, он его целует по-якутски. Ну вот, то бишь вот так. А когда он целует маму, он целует ее вот так. Воспитывают супруги Поповы 2 детей. Дочке Ане 14 лет, сыну Кириллу 3,5. Традиций и увлечений у этой активной семьи не перечесть. Они много путешествуют, в выходные выезжают на природу, вечерами гуляют в парке, любят кормить белок. Занимаются спортом, участвуют в соревнованиях и велопробегах. Зимой катаются на лыжах. С прошлого года поставили на них и Кирилла. Посмотрели, что мальчик у нас очень подвижный. Вот. Ну и когда мы его поставили, мы купили ему специальные лыжи маленькие, с палочками, все как надо. Он сразу встал и пошел. Не было такого, что он там падал, заваливался. И вот по сей день мы понимаем, что ему это нравится. Вот как раз сейчас пришло то время, как раз мы будем продолжать, потому что Никита очень активно в школьное время и студенческое время занимался лыжами, катается шикарно на коньках, как виртуоз. Участвуют Поповы и во всех творческих конкурсах, проводимых в районе. Так, недавно к Дню отца Никита с сыном сняли трогательный видеоролик. Пап, смотри, что я умею. Твоя кроватка мой маяк, моя сила, я счастливый человек. Я папа сына, ты смотришь утром на меня в смешной пижаме. Пойдем готовить завтрак и дадим поспать маме. Ты забиваешь первый гол, я твой первый зритель. Вперед, мой славный чемпион, мой победитель. Удать меня не завела, земли и карта. Спешу домой, чтобы услышать: Приехал папа! папа рядом, и каждый миг с тобой награда. Папа рядом, и ничего другого мне не надо. Видео является большим примером, я думаю, для многих наших пап. Очень бы хотелось, чтобы многие увидели и приняли их сценарий общения в семье, в свою семью, потому что, глядя на отношения в семье Поповых, можно сказать о том, что эта семья образцово-показательная не просто потому, что они наши друзья, а просто потому, что те жизненные принципы, которые приняты в нашем обществе, они у них существуют. А Ксения с дочкой буквально на днях приняли участие в конкурсе к Дню матери России. В рамках проекта была организована фотосессия «Мама плюс дочь».
Почему такая любовь к творчеству? А все потому, что глава семьи просто обожает снимать и монтировать видео, создавать коллажи и необычные фото. Домочадцы уже привыкли и в любой момент готовы для очередной видеосъемки. У молодого человека потрясающий творческий талант. Много лет он работал как раз в этом направлении. Был председателем единого детского движения. Но спустя несколько лет молодой человек решил поменять квалификацию. Сегодня Никита трудится на предприятии «Транснефть Восток». Нравится работа, интересная, разнообразная, да. Различные командировки, ездим. Дочь Анна пошла по стопам родителей. Она активная и творческая личность. Учится в 8 классе городской школы с английским уклоном. Является старостой класса. Посещает художественную студию, где она лучшая из учениц. Участвует в творческих конкурсах и различных олимпиадах. Занимается современными танцами. Все свободное время девочка уделяет брату. Всегда с ним водится, с ним занимается, учит его алфавиту, учит его писать, строение человека. Они изучают сейчас, вот, мы дома стараемся различные плакаты, да, развешивать, чтобы дети, старший ребенок помогает младшему изучать органы, кости, да, где, как, что называется. С Никитой у Ани очень теплые дружеские отношения. Несмотря на то, что он не родной отец девочки, он любит ее всем сердцем. Анна рассказывает, что она всегда может обратиться к нему за помощью или советом. И всегда в его лице, признается, находит поддержку. Никита очень хороший, он мне во всем помогает. Он научил меня делать презентации. И вот Никита меня научил, и теперь я в школу сама делаю презентации. Много разных подколов и приколов с его стороны. Мы очень любим шутить. Вот, как я уже говорила до этого, Никита готовит очень вкусный рыбный суп. Я очень люблю рыбный суп Никиты. Кирилл пока ходит в детский сад, посещает логопеда и начинает заниматься спортом. А еще родители решили отдать сына в театр моды КРКУ. В связи с плотным графиком работы у Никиты и Ксении времени свободного остается немного. Конечно, как мы уже сказали выше, посвящают они его детям. Не забывают молодые и о родителях, которые по сей день живут в селе Бичинча. Выезжают всей семьей в деревню, Никита помогает отцу и приобщает маленького сына к сельскому труду. Работа с утра, да, Кирюш? 8 лет – небольшой для брака срок. Есть и семьи, которые справили серебряную и даже золотую свадьбы. У них свой опыт и свой рецепт счастливого брака. В этой якутско-русской семье есть не только любовь и верность, но и свое понимание счастья. Семейное счастье, главное, это уважение друг к другу, да, понимание, слышать друг друга, да. Заботиться. Забота, да, это, конечно, очень, очень важно. Когда семья тебя поддерживает во всем. Мы стараемся в нашей семье друг друга во всем поддерживать. Если, например, детки участвуют в конкурсах, то, соответственно, мы заранее всей семьей обговариваем, как мы это видим, кто-то дополняет какими-то определенными фишечками, вот, ну и получается у нас вот такой вот потом единый какой-то результат. Пежик и панда, так ласково называют друг друга супруги. Две плюшевые игрушки, держащие крепко друг друга за руку. Для Поповых сегодня являются оберегом и символом семьи. Пежик меня Никита назвал, когда мы с ним дружили, потому что колючая, да, как ежик, была всегда недоступная, колючая. Колючая. Вот. Ну а его я называла пандой, потому что если на него приглядеться, он похож сильно. И тогда я попросила Машу Мамонтову, да, вообще Маша Мамонтов тоже очень близкий к нам человек, потому что это тот человек, который шил нам эти игрушки, да, у нас есть свой символ, и 2 звезды на небе есть, которые всегда сопровождают нас по жизни в любых наших больших мероприятиях, да, вот прежде чем, например, завтра состоится что-то, какой-то там день рождения или еще что-то, всегда эти 2 звезды появляются на небе. Я уж не знаю, почему, так с чем это связано, но это правда и это есть. Вот. У Читы Поповых много друзей, они постоянные гости в их доме. Круг наше общение, это наши друзья хорошие, это кумовья наши. Вот. Евгений Сивцев, наша звезда Ленского района, это крестный папа нашего Кирюши. Анна Сергеевна Барбашова, депутат, да, и руководитель СРГ, это крестная мама Кирюши. Ну и также у Ани я являюсь также крестной мамой ее доченьки, и Евгений Сивцев является крестным отцом Аксиньи. Вот так вот получилось, то, что мы и кумовья, и друзья, и всегда мы вместе. Когда мы встречаемся, это всегда шумно, интересно, с детками.
всегда что-то печем, или готовит Евгений всегда нам карасей якутских, кайбяйских по своему определенному рецепту. Это всегда все у нас проходит весело, шумно, интересно. Частый гость в доме Поповых, конечно, и Данил. Как выдается свободная минутка, молодой человек старается навестить племянников и пообщаться с братом. Мне очень нравится Ксения Викторовна, Ксюша. Вот. Я к ним часто хожу в гости. Иногда хожу, чтобы присмотреть за маленьким Кирюшей. Они иногда просят посмотреть. Ну и просто хожу в гости, что-то там занести или просто чай попить. Они все время всегда приглашают, но не получается так часто ходить, как хотелось бы на самом деле. В компании героев нашей передачи, погрузившись полностью в интересную беседу, мы не заметили, как прошло время. В завершении традиционно мы спросили у Поповых о планах и мечтах. Ксения и Никита рассказали лишь о некоторых, дабы не спугнуть удачу. Сегодня семья готовится принять участие и еще в нескольких творческих проектах. Запланировано и новое путешествие. Билеты уже приобретены. На новогодние каникулы они отправятся в Новосибирск. Если заглянуть чуть дальше, то молодые люди мечтают о своем доме, а там, может, и о пополнении семьи. Чета Поповых не ждет праздника, дня семьи, любви и верности, чтобы сказать друг другу главные слова. Атмосфера гармонии, взаимоуважения и безграничной любви царит здесь каждый день. И как бы патетично это ни звучало, это и есть секрет счастливой семьи. Хотелось бы пожелать всем найти свое счастье, быть счастливыми и слушать свое сердце. Я благодарна, что в тот момент я полностью доверилась своему сердцу. Вот, и уже 8 лет, как я счастлива, каждый день я люблю своего мужа. Вместе навсегда, вместе всегда. Семья, которой сегодня посвящен наш выпуск, всегда и везде вместе. Название репортажу выбрано не случайно. Оно говорит само за себя. Ведь только вместе можно покорить сотни вершин и никогда не остановиться на достигнутом. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, разрешите вас поздравить с Днем народного единства от семьи Поповых. Мы желаем вам счастья, любви, здоровья и спокойного неба над нашей головой. Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал!